сейчас капельниц получать едете, да? На 12-м тоже же есть? Или там мест нету? Я не знаю, я когда не ходила, там племянница работает. Ага. Вообще не знаю, куда вообще. И уже ездил, уже сегодня последний день. Сзади церкви же открыли. Просто, видите, дорога тоже дальняя, поэтому имеется, что мало ли что вам плохо не стало. Близко же там все так. Страшно, да? Уже перебороли, да, получается? Ну, раз. Потом дома будете допивать таблетку, уколы дома делать. Как уже сегодня. И дорого, наверное, да, все это? Я даже не знаю, не считаю. Я не даю покупать. Она бегает, например, за волонтером. А вы как заразились-то? Я не знаю даже. Мне просто интересно, да, как люди могут заразиться? Кто-то чихнул, кашлянул, а ты раз прошел, вдохнул, и все это достаточно. В закрытом помещении. Пачками же все болеют. Да, вот, я просто у меня, слава богу, просто родных, близких, вот таких нет, просто я сейчас первый раз вас вижу, поэтому мне интересно, как может человек заболеть? Не знаю, вначале как будто бы что-то творится непонятно. Ни температуры, нет, какой-то дискомфорт. Она как-то складывается, вообще не симптомы, так непонятно. Как? А вы когда заметили то, что заболели? Как? 18 дней? Ну, наверное, вам уже только лучше, наверное, будет. Надеемся. Так же каждый. Надежды только не теряйте, только о хорошем думайте. Иногда силы падают. Хоть там без очереди, да? Ну да, выходит. Уже это, да? А туда ходить небезопасно? Там красная зона, все болеют. Нет, все болеют, просто наоборот там не заразишься, имеется в Да виду. я уже заразилась. Ну, имеется в виду, хуже не станет, так просто. Когда все это пройдет теперь? Опасно. Тяжело, очень тяжело. У меня еще сахарный диабет. У вас? Осложнение. Уже 7 день. Просто дышать тяжело становится, да? Очень затрудненно, вот так вот без концентрации.
до того, как вы заразились, вы вот эти синие медицинские маски не носили? Нет, я же не маленькая, я вот такие белые попала. Вот голубой был, но у меня дома. Я А, вот его не носили его? дышать не могу. Носила один раз и всё. Потом белая была такая разовая. Мне просто вот такие одноразовые у меня больше, и они меня больше пугают, да, просто поэтому. Вот один парень, такой до этого не вез, говорит, иди, говорит, маска гиды, сразу что он Вот, вот. Говорят, каким-то роботы делают в Китае, что-то там, они инфекцию заносят. вот меня эти маски и смущают, да, очень сильно. Вот эти одноразовые, которые синие, белые, вот эти продают же. Я в них дышать не могу вообще. Ну, вот мама мне постель, он продолжил все. Каждый день говорит, составится, У меня такие маски мой друг шил в начале карантина еще. Я у него так большую пачку взял, с того момента только такие ношу, да? Ну, имеется в виду, такие одноразовые я не носил, да? Только такие марлевые, тряпочные, то есть. Сейчас уже подъезжаем. Тут сука, с собой не расстаюсь. Да. Сука, там все время резать. А дети, все это есть, да, у вас, да? Присматривают за вами? Нет, племянница. Ну, дома имеется в виду. Дети кто-нибудь есть? Племянница. Племянница есть, да? Да, второй такой. Я говорю, ты не боишься? Я ее вызвала, он говорит, я переболела, не молодая. Рискует, смотрит. И тоже делает. Воду ставит, еще там. Удивительно, что не боится, до двери открывать. Что надо за дверь поставить, чтобы не открылась. За дверью оставляет, и я племянницу еще. Она забирает. И аппетит один пишет, не могу. Аппетит тоже пропадает, да? Все пропадает. А вкус чувствуете, то, что едите? Нет, вот даже простую воду беру, она мне сладковата. Что за болезнь такая будет? Страшная болезнь. Болезнь века. Это многие года не могут понять. Как 20-й год. Не наступает. Смертность в Кыргызстане самая высокая. Да. Я тоже сегодня читал. Вот видите, в других странах хоть что-то делают. И там бывает, что лишний раз ваты нету, вечно руки все запачканы, тампон эти не ставят. 70, за прошедшие сутки 78 человек умерло. Люди, я не знаю, как реагируют. Я лично очень сильно реагирую на это. 78 человек умерло за сутки. Просто некоторые ходят спокойно, как будто это 78 человек просто уехали куда-то. Это людей умирает от этой болезни. Это тяжело, очень тяжело. Всех обогнали, да, по смертности? Ну, у нас тут маленькая страна, это больше 60% населения погибает. Да, процентное соотношение количества. Все, подъезжаем уже. Ага.
ближе ко входу, да, подъехать? Да, прям до конца. Мне ходить тяжело тоже. Ага. Дома лежу, более-менее. Такой. Вот это мне типа уже. Туда заехать, да? Да, конечно. Вон прямо. А прямо? Давай. Все, туда побежать. Куда еще дальше? Да. Я просто не знаю. О, написано. А, все, вижу. Спасибо за поездку. Для улучшения качества обслуживания Все, спасибо. в приложении Яндекс.Такси. Итак, друзья, поступил у меня заказ 12-го микрорайона на дворец спорта Тоголок Молдо 40. Привез пассажира, который болеет очень сильно. Взрослая женщина. Если честно, я сильно испугался. Я эту маску уже пользоваться не буду. Она очень сильно кашляла, чихала. Сделаем дезинфекцию полностью телефона. Где второй? Этот телефон тоже. Деньги, которые мы взяли. Очень тяжело дышит, болеет. Привез я на стационар. Вот так. Берегите себя. Не жалейте денег. Купите антисептик. Делайте дезинфекцию. Страшно очень. Я первый раз вживую с ними общаюсь. До этого были у меня, конечно, пассажиры, которых можно было подозревать к вирусу. А это уже конкретно не скрывает то, что она болеет. Говорит, 18 дней уже болеет. Все, сзади тоже сделаем дезинфекцию. Опа. Все, сразу же сделаем из себя. Правда, я эту одежду уже сейчас одевать не буду. Я как раз домой собирался.
Фу, голова болит уже от этого. Аллах сақтасын, Құдай сақтасын. Все, вот так вот. Берегите себя. Женщина рассказывает то, что она заболела примерно воздушно-капельным путем. Даже если в закрытом помещении, если кто-то чихнул где-то от 2-3 метров от вас, от этого, если вы дыхнули этим воздухом, вы можете заболеть. Она сразу проникает, оказывается, в ваши легкие. Вот так вот. Так что не снимайте маски, все время носите и обрабатывайте маски тоже, которые вы носите, тоже их тоже обрабатывайте. Я после каждого пользования я его обрабатываю, получается. Одел маску, снял и сразу же обрабатываю его. Такую дезинфекцию машину, только что которую я сделал, я не делал с самого начала карантина даже. Сейчас в машине очень сильно воняет, то есть спиртом. У меня от этого уже голова болит. Вот так вот. Всем ассаламу алейкум, берегите себя. Сегодня суббота, 14:28 время. Уже заработал где-то 2000. Пару дней не снимал видео и сегодня не планировал записывать видео. Вот так получилось, то что пришлось записывать видео.